Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. 12 ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании закрытого турнира, который будет называться Суперлига. В число основателей вошли английские Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Ливерпуль, Челси и Арсенал, испанские Барселона, Атлетико и Реал, а также итальянские Милан, Интер и Ювентус. Планируется, что в Суперлиге будут выступать 20 клубов, разбитые на две группы. Лучшие команды продолжат борьбу за кубок в плей-офф со стадии четвертьфинала. Отметим, что руководство УЕФА выступило против создания нового турнира и заявило, что участники Суперлиги будут исключены из соревнований под эгидой их ассоциации. Футболисты столичного «Спартака» проиграли Уфе в матче 26-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0-3. Дублем отметился Владислав Камилов. Еще один мяч забил Филипп Мрзляк. Отметим, что в этот день «Спартак» праздновал 99-летие со дня основания клуба. Уфа одержала вторую победу к ряду и вышла из зоны вылета на 14-е место, набрав 20 очков. Красно-белые располагаются на третьей позиции, имея в активе 47 пунктов. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с ЦСКА, а Уфа дома примет Сочи. Обе игры пройдут 25 апреля. Омский «Авангард» в гостях со счетом 4-1 выиграл у московского ЦСКА в первом матче финальной серии континентальной хоккейной лиги. В составе победителей взятие ворот провели Егор Чинахов, Кирилл Готовцев, Рит Буше и Илья Каблуков. У хозяев льда отличился Андрей Локтионов. Счет серии до 4 побед стал 1-0 в пользу омского клуба. Напомним, на пути к финалу турнира «Авангард» обыграл «Автомобилист», «Металлург» и «Акбарс», а армейцы оказались сильнее «Спартака», «Локомотива» и «СКА». Второй матч финальной серии пройдет также в Москве 20 апреля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 8 на 7 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Россиянин обошел в списке 20-кратного победителя турнира в серии «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. Напомним, на прошлой неделе Рублев дошел до финала турнира серии «Мастерс Монте-Карло», где уступил греку Стефаносу Циципасу. В лидирующей тройке изменений не произошло. На первой строке идет серб Новак Джокович. Вторым россиянин Данил Медведев. На третьей строке располагается испанец Рафаэль Надаль. Напомним, что Карен Хачанов остался на 23-й строке, а Аслан Карацев поднялся с 29 на 28 место. Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Гран-при Эмилия-Романьи. Вторым линию финиша пересек британец Льюис Хэмилтон из Мерседеса. Третьим стал его соотечественник из Макларена Ландо Норрис. Российский пилот ХААС Никита Мазепин стал последним из финишировавших, заняв 17 место. По итогам двух этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон, следом идут Ферстаппен и Норрис. Следующий этап пройдет в Португалии с 30 апреля по 2 мая. Перейдем к событиям якутского спорта. Аял Лазарев стал серебряным призером чемпионата Азии по вольной борьбе. Турнир прошел в Алмате. Якутянин, выступающий за сборную Кыргызстана, победил в двух схватках и вышел в финал, где со счетом 3-2 уступил представителю команды хозяев соревнований Олегу Балтину. Отметим, что теперь в активе Лазарева полный комплект наград чемпионата Азии. Ранее он завоевывал золото турнира, а также трижды становился бронзовым призером. Роберт Окроков стал победителем профессионального турнира по современному панкратиону «Вызов Амура», который прошел в Благовещенске. В поединке весовой категории до 55 килограмм якутянин одержал победу над чемпионом Дальнего Востока по смешанному единоборству Владимиром Меджидовым. Напомним, Окрокову 33 года, он является мастером спорта России и призером всероссийских, а также международных турниров по вольной борьбе. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!